После активного трудового дня семья готовится к вечерней трапезе. На кухне хлопочут жена и дочери Айдамора, а также гостья из Грозного Алпа и соседка Табарик. Шаройские хингалш отличались тем, что они были идеально круглой формы, и через тесто, тонкое тесто, просматривался ажур травы, которыми начинены шаройские хингалш. И если шаройские хингалш были идеально круглой формы, тонкие, так, чтобы просматривалась начинка, это считалось высшим мастерством, кулинарным мастерством шаройской хозяйки. Добавлено яйцо. Яйцо домашнее. И тесто всегда бывает шелкое. Яйцо всего одно добавлено. В начинку добавляются все съедобные травы, которые есть окрест. Это и мята, это и крапива, это и одуванчик, это и пастушья сумка, листья пастушьей сумки. Все молодые травы, они бывают очень вкусные, питательные, естественные, целебны же они. Поэтому наши бабушки не чурались никаких трав, которые были съедобны. Это блюдо, оно старинное. Это блюдо делала моя мама, моя бабушка, видимо, прабабушка. Почему они выбирали именно вот круглую форму, а не форму обыкновенного вареника, как в других местах? Этого я сказать не могу. Но знаю, что нужно было обязательно, чтобы они были тонкие, просматривалась начинка и круглые. Трава берется в экологически чистых местах, там, где нет доступа кошки, собаки. Хозяйка выходит с помощницей своей, чтобы быстрее. И собирает, одну траву собирает, другая другую траву собирает. Естественно, молодую траву. В шаройский хингалш идет молодая трава. Трава зависит от сезона. Если в доме есть хозяин, хозяйки всегда наши бабушки, мама говорили, что если в доме есть хозяин, то всегда будет крапива расти. То есть хозяин выходит, берет косу, скашивает старую крапиву, и на ее месте появляется молодая, свежая, новая крапива. И эта крапива тут же идет в дело. В общем, до самой, так сказать, глубокой осени, самой весны. Тут есть, значит, во-первых, сытно, во-вторых, целебно, и в-третьих, эстетически красиво. Вот они как, когда их сваришь, положишь их на шун, они как пришествие летающих тарелок. Мяту еще у нас сажают во дворе, каждый я. У нее тоже во дворе мята. Ну, мы сегодня ездили, видели, что мята кругом здесь растет. Абсолютно везде растет мята. Причем мята растет не одного сорта, а многих сортов. Там и простая мята, и перечная мята, и мелисса. Душица растет, чабрец растет. Да, и чабрец сюда можно положить. В общем-то, в эти шаройские хингалш идет буквально все травы, все растения, которые едят люди. И ягоды тоже, да. Тут все натуральное, экологически чистое, ну и, естественно, домашнее свое, не магазинное. С кукурузной муки тоже делают. Из кукурузной муки делают тоже с начинкой. С начинкой делают. Называется пачагалыш. Да. Туда тоже заправляется трава, творог, вот это вот медвежье ушко. Когда я на равнине говорю, если хочу кого-то из подруг угостить, приходи ко мне сегодня в гости, я тебя буду угощать варениками из кукурузной муки. Все удивляются, как можно вареники слепить из кукурузной муки. Очень даже можно, и даже очень вкусно получается. Если 5 частей такой муки, кукурузной муки, то можно взять одну часть обыкновенной муки. Вот они в готовом виде. Они отличаются, как я сказала, формой. Сейчас я их смазываю топленым маслом. Это очень ответственный тоже
момент. Если кому-то из этих галныш не достанется топленое масло, то они не будут такие вкусные и такие ароматные. Эти галныш еще можно есть, приготовив калдет с яйцом с вареным. Тоже очень вкусно сочетается. Вот так в идеале выглядит шарлотский хенгелш. Немаловажно знать, как их правильно кушать. Там есть очень много душистого сока. Поэтому шарлотский хенгел надо брать за самое широкое место в талии и, начиная отсюда, кушать, надкусывая. И сок весь остается у вас. Вы его не теряете. Это тоже своеобразная наука. Выпивать целебный, душистый сок, не теряя ни одной капли.